Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Присаживайтесь, ребята. Мы начинаем урок русского языка и литературы. Сегодня, ребята, мы с вами продолжим изучать раздел «Жизнь и творчество». Урок номер 51. Тема нашего урока сегодня – искусство звука. Ребята, наш урок сегодня пройдет под следующим девизом. Если хочешь много знать, многого добиться, значит грамотно писать должен научиться. И сегодня, ребята, мы будем придерживаться этого урока, этого девиза весь урок. Сегодня, ребята, вы узнаете, что «Мастер Али» – это казахская народная сказка. Имя прилагательное согласуется с именем существительным в роде, числе и падеже. Вы научитесь, ребята, составлять вопросы по тексту, согласовывать имена прилагательные с именами существительными в роде, числе и падеже. Сейчас, ребята, я предлагаю вам поработать по стратегии «Три правды и одна ложь». Посмотрите, пожалуйста, ребята, на доску. По стратегии «Три правды и одна ложь», ребята, вы должны выбрать правдивое утверждение. 3 правдивых утверждения и 1 ложное утверждение. Первое утверждение. Шарль Перро, Ганс Христиан Андерсен, братья Гримм, писатели. Верно. Как вы думаете? Верно. Верно, правильно. Ребята, второе утверждение. Сказка о рыбаке и рыбке, народная сказка. Ложь. Как вы думаете? Верно. Мне кажется, это неправда. Верно. Кто за? Кто? Как вы Я думаете? Алиби считает, что это верно. Так, остальные? Нет. Это ложь, ребята, правильно, вы молодцы. Это не народная сказка, ребята. Сказка о рыбаке и рыбке – это литературная сказка. Автор данной сказки – великий русский писатель Александр Сергеевич Пушкин. Вспомнили, ребята? Да. Следующее утверждение, ребята. Имя прилагательное – это самостоятельная часть речи. Верно? Верно, молодцы. И третье утверждение, ребята. Александр Сергеевич Пушкин – великий русский писатель. Верно. Верно, ребята, молодцы. Вы отлично поработали, справились с этим заданием. Хорошо, ребята. Ребята, следующее я хотела бы вас попросить прослушать аудиозапись одного музыкального произведения. Итак, ребята, сейчас вы прослушали аудиозапись одного музыкального произведения. Как вы думаете, ребята, звуки какого музыкального инструмента вы прослушали? Мне кажется, это домбра. Хорошо, ребят. Молодцы, правильно, вы правильно справились, ребята. Это звуки домбры, казахского национального музыкального инструмента, ребята. Сегодня урок, ребята, как вы думаете, о чем же сегодня на уроке у нас пойдет речь? О чем мы будем говорить? О музыке? О искусстве звука. Об искусстве звука. Хорошо, ребята, молодцы, верно. Действительно, ребята, сегодня вы узнаете о том, что с помощью звука мы можем передавать свои чувства и свои сопереживания. А сейчас, ребята, мы с вами переходим к изучению нового материала. Ребята, следующий вид работы – работа с карточкой информации. То есть работа со словами, которые вам встретятся в сказке Али. Посмотрите внимательно на доску. Вам встретится слово «свирепый». На казахском языке это звучит как катал. Вепрь – это кабан. Провинность – ая. Софьяновый – Софьян. Булгарның бір түрі. Плетка – камшы. Хорошо, ребята. Прослушайте, пожалуйста, ребята, сейчас аудиозапись первого абзаца сказки «Мастер Али». Прослушав ее, слушать вам нужно внимательно, прослушав ее, вы
выполнить следующие задания, ребят. Посмотрите, пожалуйста. Вы должны будете выписать 3 ключевых слова. Выписать 2 словосочетания из первого абзаца по соответствующей схеме. Имя прилагательное плюс имя существительное. Для того, чтобы выполнить данное задание, вам нужно внимательно слушать сказку. Хорошо, ребята? Затем ключевые слова и словосочетания вы выписываете в тетрадь. Мастер Али. Казахская сказка. Много лет назад жил на свете хан. Он был такой жестокий и злой, что люди боялись даже разговоре произносить его имя. А если случалось ему проезжать по дорогам, то жители убегали из селений в степи и прятались где могли, чтобы только не попасть ему на глаза. Близких слуг своих он казнил без жалости за всякую провинность. Друзей у него не было. Никто из окрестных ханов не решался быть в дружбе с таким жестоким и свирепым соседом. Жена хана давно умерла с горя и тоски, но у хана остался сын, молодой человек замечательной красоты и ума. Звали его Хусаин. Сейчас вы прослушали аудиозапись сказки «Мастер Али». Как вы помните, вам нужно выполнить 2 задания. Что первое вам нужно сделать? Выписать 3 ключевых слова. Затем что сделать? Выписать 2 словосочетания из первого абзаца соответствующей схеме. Имя прилагательное плюс имя существительное, да? Ребята, обратите, пожалуйста, внимание на дескрипторы к заданию. Вы должны обязательно выписать ключевые слова, и вы должны обязательно словосочетание выписать по соответствующей схеме. Принимаемся, ребята, за выполнение задания. Записываем в тетрадь 3 ключевых слова и 2 словосочетания по соответствующей схеме. Открываем свою тетрадь и записываем в тетрадь. Итак, ребята, вы закончили упражнение? Да. Выполнили задание? Да. Хорошо, ребята. Давайте сейчас вы, ребята, оцените работу каждого сами. То есть вы проведете сейчас взаимооценивание. Каждый из вас будет выходить к доске, читать, зачитывать словосочетания и зачитывать ключевые слова, которые вы выписали. Остальные будем оценивать по приему большой палец. Да, ребята? Итак, Аянур, проходи, пожалуйста, к доске, зачитай, какие у тебя получились слова. Хан, сын Хусаин. Жестокий хан, свирепый сосед. Как, ребята, вы считаете? Хорошо. Правильно, по следующим дескрипторам задания, да? Молодец. Аянур, присаживайся. Амина. Ключевые слова: хан, слуги, сын и 2 словосочетания: жестокий хан, единственный человек. Ребята, как вы считаете? Хорошо. Отлично. Молодец, Амина. Присаживайся. Жанель. Хан, Хусаин и слуги. И словосочетание: молодой человек и жестокий хан. Как вы считаете? Молодец, Жанель. Присаживайся. Следующий, Оливия, пожалуйста. Ключевые слова: хан, Хусаин и слуги. А словосочетание: молодой человек и жестокий хан. Как вы считаете, ребята? Верно. Хорошо. Оцениваем. Верно. Присаживайся, Оливия, молодец. Амир. Выходим.
Ключевые слова хан, жена, сын. Единственный человек и молодой человек. Хорошо, это получилось? Отлично. Оценивайте, ребята. Хорошо. Присаживайся сами. Ребята, вы молодцы, вы все справились с данным заданием. Следующее задание, ребята, групповое. Посмотрите, ребята, что вам нужно сделать. Мы сейчас с вами поработаем по тексту, по стратегии биописьмо. Если вы внимательно слушали сказку «Мастер Али», то вам будет несложно выполнить данное задание. Вы сейчас пересядете все одной большой группой за эту парту. Посмотрите, что вам нужно сделать. Вы должны составить биописьмо на главного героя сказки. Для этого вы должны заполнить следующие пункты. А именно биописьмо у нас будет на кого? На Хану, так как вы слушали о нем, да? Первое, что вы должны назвать, имя героя. Второе, вы должны записать два прилагательных, которые характеризуют героя. Третье, 2-3 вещи, которые любит герой. Четвертое, 2-3 страха, которого боится герой. Пятое, социальное положение героя. Шестое, достижение героя, да, чего достиг у нас герой. И седьмое, чего ожидает от жизни герой. Понятно, ребята? Да. Итак, вместе, одной большой группой, помогаем друг другу, совещаемся и выполняем задание. Да. Да. Два прилагательных характеризующих героя. Жестокий, Злой. свирепый. Да. Давайте жестокий, свирепый. Или злой. Себя. Да. Себя и сына. Итак, ребята, ну что, вы выполнили задание? Да. Все, молодцы, ребята. А теперь, ребята, я прошу вас оценить самих себя, то есть провести самооценку себя. Я открываю для этого вам готовые ответы биописьма, которые вы заполняли. Жанеля, пожалуйста, прочитай, какие у тебя получились, какие у вас, вернее, получились ответы. Первое. Имя героя. Хан. Второе. Два прилагательных характеристики. Ребята, смотрим на доску, вы оцениваете, сами себя оцениваете, смотрите. Верно отвечаете? Вы верно нашли ответы? Второе. Жестокий и злой. Жестокий и злой. Верно, молодцы. Дальше. Третье. 2-3 предмета, которые любит герой. Он любит себя и сына. Четвертое. Четвертое. 2-3 страха, которых боится герой. Он боится потерять сына, и когда сын уезжает далеко от дома. Пятое. Социальное положение. Он был ханом. Шестое. Достижение героя. Его все боялись. И одиночество. Чего ожидает от жизни? Чтобы сын был здоров и был рядом с ханом. Итак, ребята, как вы считаете? Проведите, пожалуйста, самооценку. Вы правильно справились с заданием? Да. Что, какую оценку поставили себе? Отлично. Замечательно. Молодцы, ребята. Сейчас вы можете присесть на свои места, ребята. Давайте вспомним сейчас, что мы знаем об имени прилагательном. Оливия, хорошо. Имя прилагательное – это часть третья, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «какой», «чей». Какой? А еще на какие вопросы, ребята, отвечают? Молодцы, ребята. Хорошо, ребята. А еще, ребята, у нас имя прилагательное изменяется по родам, числам и падежам. Имя прилагательное всегда связано с именем существительным, то есть стоит в таком же роде, числе и падеже, что и имя существительное.
Ребята, сегодня я хочу вас познакомить с таким понятием, как согласование. Посмотрите, пожалуйста, на доску. Существительное с прилагательным живет на редкость дружно, изменит окончание, когда ему так нужно. Оно его не бросит в воде и на земле, стоит в одном с ним роде, числе и падеже. Посмотрите, пожалуйста, ребята, дальше на приведенное вам словосочетание. Вкусное яблоко. В данном словосочетании главное слово яблоко, существительное яблоко. Зависимое слово прилагательное вкусное. От главного слова существительного яблока мы задаем вопрос прилагательному какое? Вкусное. В данном случае яблоко, имя существительное, употреблено в среднем роде в единственном числе, именительном падеже. И в таком случае и прилагательное будет тоже стоять в среднем роде, в единственном числе, в именительном падеже. Так вот, ребята, согласование – это вид связи, когда зависимое слово полностью согласуется с главным словом в роде, числе и падеже. Это, ребята, называется согласованием. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на доску. Род имени прилагательного определяется по роду имени существительного, от которого прилагательное зависит. Например, интересный урок. Урок какой? Интересный. Существительное урок стоит в каком роде? В мужском роде, значит, и прилагательное интересное будет мужского рода. Молодцы. Прилежная ученица. Существительная ученица. Ученица какая? Прилежная, правильная. Существительная ученица стоит в женском роде, значит, и прилагательное прилежное будет женского рода. Правильно, ребят. Следующее словосочетание. Дождевое облако. Какое облако? Облако какое? Дождевое. Облако в каком роде употреблено? В среднем роде. Значит, и прилагательное дождевое будет среднего рода. Хорошо, ребята. Сейчас, ребята, мы с вами поработаем индивидуально. Для этого вы должны открыть свои учебники на странице 19. Открываем свои учебники на странице 19. Упражнение 345. Посмотрите, пожалуйста, свое упражнение. Что вам нужно сделать? Вам нужно списать прилагательные, согласовывая их в роде с данными существительными. Это первое задание. И второе задание. Вы должны составить одно предложение с получившимся словосочетанием. Посмотрите, пожалуйста, в упражнении. Есть вопросы? Вам все понятно? Да. Списать прилагательные, согласовывая правильно в роде, числе и падеже существительного. Работаем, ребят. Выполняем задание. Ребята, обратите внимание, пожалуйста, на дескрипторы к заданию. Итак, ребята, вы выполнили задание? Да. Хорошо, ребята, давайте тогда сейчас мы будем отвечать. Каждый по очереди. Амина, прочитай, пожалуйста, какие словосочетания у тебя получились? Большое дерево, большое мастерство, большое искусство, страшное горе, страшное несчастье. И какое предложение у тебя получилось? Предложение «Страшное несчастье произошло с Ханой». Молодец, умница. Следующее, Жанель. Большое дерево, большое мастерство, большое искусство. Страшное горе и страшное несчастье. Правильно. Предложение. Жена Хана умерла от страшного горя и тоски. Отлично, умница. Так, дальше. Алиби, прочитай, пожалуйста, свои словосочетания и предложения. Упражнение 345. Большое дерево, большое мастерство, большое искусство. Страшное горе и страшное несчастье. С Ханом произошло страшное несчастье. Молодец, прекрасно. Амир, пожалуйста, прочитай свои словосочетания. Большое дерево, большое мастерство и большое искусство. Страшное горе, страшное несчастье. Какое предложение ты составил со словосочетанием? Мастер Али имел большое мастерство. Хорошо, Амир. Дальше, Аян, пожалуйста.
большое дерево, большое мастерство, большое несчастье, страшное горе. И какое предложение получилось? Под большим деревом лежал Хусаин. Молодец, умница. Ребята, итак, выполнив это задание, какой же вывод мы можем с вами сделать? Имена прилагательные. По числам и по падежам. По родам. Согласуются с именами существительными по родам, числам и падежам. Молодцы, ребята, вы все великолепно справились с заданием. А сейчас, ребята, мы перейдем с вами к составлению вопросов по тексту. Мы будем с вами составлять толстые и тонкие вопросы. Амир и Аяным, я прошу вас составить по одному тонкому вопросу по тексту. Остальные ребята составляют по одному толстому вопросу и сразу готовите на них ответы. Хорошо, ребята? Хорошо. Записывайте в тетрадь толстые вопросы и тонкие вопросы. Толстых и тонких вопросов обратите внимание, пожалуйста, на дескрипторы. Это обязательно, ребята. Дескрипторы на доске. Итак, ребята, составили вы толстые и тонкие вопросы? Да. Хорошо, ребята, давайте будем тогда отвечать. Тонкие вопросы у нас составлял Амир и составляла Аяным. Амир, прочитай, пожалуйста, какой тонкий вопрос ты составил? Кого любил хан? Хорошо, а какой ответ будет? Сына. Молодец. Аяным? Каким был хан? Жестоким. Умница, молодцы, вы справились. Амина, пожалуйста, прочитай, какой толстый вопрос ты составила. Почему у хана не было близких друзей? Так, и какой ответ будет? Потому что никто из ханов не собирался дружить с таким свирепым и жестоким соседом. Умница, молодец. Жанеля, прочитай, пожалуйста, свой вопрос. Почему слуги боялись сказать старому хану, куда уехал Хусаин? Потому что хан сказал, что снимет с них головы за то, что они отпустили Хусаина одного. Молодец, отлично. Так, ребята. Итак, ребята, подводя итог нашего урока, я бы хотела у вас спросить, добились ли мы своей цели, поставленной в начале урока? Да. Считаю, что да. Мы научились согласовывать имена прилагательные с именами существительными. В роде, числе и Мы падеже. узнали, как это нужно делать. Молодцы, ребята. А еще вы смогли составлять тонкие и толстые вопросы по тексту? Да. Молодцы, ребята. Давайте сейчас просто по приему верные и неверные ответы мы подведем итог нашего урока. Ребята, первое, да? Мастер Али – это народная сказка? Верно. Верно. Казахская народная сказка. Мастер Али – это литературная сказка? Неверно. Неверно. Хан обещал залить горло вестнику несчастья горячим свинцом? Верно. Верно. Верно? Верно. Мастер Али сделал новый музыкальный инструмент дамбру? Верно. 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 Вепрь – это то же самое, что и кабак. Верно. Верно. Верно, ребята, молодцы. Нашего урока мы с вами проведем рефлексию по стратегии «Незаконченные предложения». Сейчас я вам раздам карточки с незаконченными предложениями и попрошу вас закончить данные предложения. Предложение звучит так. Сегодня на уроке я узнал. Сегодня на уроке я научился и смог. Сегодня на уроке я могу похвалить. Закончите, пожалуйста, данные предложения. Так, ну что, ребята, дописали вы свои предложения? Да. Давайте прочитаем по одному предложению, какие у вас получились. Амина, прочитай, пожалуйста, свое предложение. Сегодня на уроке я научилась, смогла согласовывать имена прилагательные с именами существительными. Так, хорошо, Жанеля. Сегодня на уроке я узнала, что имя прилагательное и имя существительное согласуются в роде, числе и падеже. Хорошо, молодец. Амир. Сегодня на уроке я научился, смог составлять тонкие вопросы. Хорошо. Оливия. Сегодня на уроке я узнал, что имена прилагательные стоят в том
том же роде, числе и падеже, что и имена существительных. Умница. Ребята, я хочу поблагодарить вас за сегодняшний урок. Урок закончен. Всем до свидания. Спасибо. До свидания.